Всем привет, я Ахтилек Капаров. В начале апреля депутаты приняли законопроект о государственных закупках. Согласно этим поправкам, компании с госдолей, государственные и муниципальные предприятия и акционерные общества будут исключены из системы госзакупок. Ну и 15 апреля Садыр Джапаров подписал этот законопроект. На сайте президента говорится, что закон направлен на упрощение процедур госзакупок и минимизацию коррупционных проявлений. Нам еще понравилась цель этого закона. Давайте послушаем. Целью данного закона является повышение благосостояния нации через устойчивое развитие посредством регулирования отношений, связанных с обеспечением функционирования деятельности закупающих организаций, в целях создания условий для достижения максимальной выгоды путем эффективного экономичного использования ресурсов. По словам депутата Дастана Бекешева, в этом законопроекте открываются окна для коррупции. Еще с 2015 года госпредприятия мечтали выйти из действия закона о госзакупках, и теперь мечта их сбылась. Почти на 28 миллиардов сомов они производили закупки. Скоро, ссылаясь на коммерческую тайну от глаз любознательных граждан, скроют информацию, какой товар, услуга и по какой цене закупил, к примеру, аэропорт Манас, написал депутат. А сам закон о госзакупках вступит в силу через месяц. И есть очень большой риск того, что больше никто не узнает, кто побеждает на тендерах госкомпаний и вообще, что там у них происходит. Тем более у нас достаточно много примеров, как сами бывшие руководители госпредприятий выигрывали тендеры у самих себя же или давали побеждать своим родственникам. Ну, например, это бывший гендиректор КТЖ Василий Дашков. Его компания выиграла у Кыргыз-Темиржолу конкурсы на десятки миллионов сомов. Это и бывший глава Бишкек-Света Алимбек Абдылдаев, у которого родственники выигрывали тендеры у него на 4 миллиона сомов. Ну и знаменитый сват президента Турузбек Тюменбаев. Он, будучи директором госучреждения УНА, отдал тендер на 500 миллионов сомов компании Гознак, с которой мы нашли его связи. Друзья, полное видео по этим расследованиям смотрите на YouTube-канале Темиров Лайв, а мы идем дальше. На фоне принятия законопроекта о госзакупках и на примере Дашкова, Абдылдаева, Тюменбаева мы решили разобраться, родственники еще какого чиновника хотят выигрывать государственные тендеры. Погнали! Итак, законопроект приняли 6 апреля, а спустя всего лишь 3 дня Кыдыршаев Эльмирбек Шаирбекович регистрируется на сайте государственных закупок в качестве индивидуального предпринимателя. Смотрим на идентификационный номер и узнаем, что Эльмирбек Шаирбекович родился 1 ноября 2002 года. То есть ему сейчас 19 лет. А это депутат парламента и младший брат Камчыбека Ташиева Шаирбек Ташиев. Вот его профиль в Одноклассниках. И тут он указывает Эльмирбека Шаирбековича своим сыном. И наш вывод: 19-летний предприниматель Эльмирбек Шаирбекович является сыном Шаирбека Ташиева и намерен выигрывать государственные тендеры. Но это еще не все, так что идем дальше. Дорогие зрители, хотите еще больше расследований? Хотите помочь нам в борьбе с коррупцией? Тогда поддержите нас в Патреоне. Подробнее по ссылке в описании. Итак, 20 января Темиров Лайв выпускает расследование под названием «Как заработать 37 миллионов сомов за 2 дня. Садыр Джапаров и схема Ташиевых». Ну и 22 января спецслужбы устраивают маски-шоу и арестовывают наших руководителей Болота Демирова и Болота Назарова. И спустя неделю после задержания, 31 января, компания Мока Групп регистрируется на сайте госзакупок. Министерство юстиции нам подсказывает, что владельцем этой фирмы числится Таймураз Ташиев, сын председателя ГКМБ Камчыбека Ташиева. И уже весной этого года компания сына Ташиева начинает побеждать тендеры в Джалалабаде. Первый тендер на поставку бензина почти на 200 тысяч сомов Мока Групп выиграл 30 марта у Джалалабадского территориального подразделения Министерства природных ресурсов. А второй тендер на покупку бензина почти на 50 тысяч сомов Таймураз Ташиев выиграл 8 апреля у горкомиссии народных депутатов города Джалалабад. Ну а третий точно такой же тендер почти на 100 тысяч сомов у мэрии Джалалабада ожидает подтверждения. Хочу отметить, что во всех этих 3 конкурсах компания Мока Групп была единственной участницей. И это только начало, потому что сыновья Шаирбека и Камчыбека Ташиевых только начали работать по государственным закупкам.
Уважаемые кыргызстанцы, у государства нет денег, деньги есть у вас, у налогоплательщиков. Вы платите налоги государству, а часть этих денег государство тратит на госзакупки. А часть этих государственных закупок выигрывают близкие и родственники государственных чиновников. Меня терзают смутные сомнения, что теперь эти госчиновники говорят народу: все, хватит. Теперь мы не будем вам показывать, какие закупки проводят госпредприятия с государственной долей и кто их выигрывает. Я уже не говорю об откатах, схемах и различных махинациях. Но я считаю, что кыргызстанцы имеют полное право знать, куда тратят их деньги, налоги и отчисления, какие тендеры проводятся и кто побеждает там. А вы как считаете? Пишите в комментариях. С вами был Актилек Капаров и до скорой встречи.